Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Жителей населенных пунктов Якутии, в чьи дома пришел газ, становится все больше. В предстоящие 4 года по республиканской пилотной программе планируется перевести порядка 2000 домовых хозяйств с централизованного на индивидуальное газовое отопление. О преимуществах перевода на газ и о том, как и где в регионе будет работать эта программа, мы поговорим с министром промышленности и геологии Якутии Максимом Терещенко. Максим Викторович, здравствуйте. Здравствуйте. Ну и первый вопрос. Какие населенные пункты по новой программе будут включены для перевода с централизованного отопления на индивидуальное газовое? Я скажу так. Первое, да, действительно мы определили пилотные населенные пункты, в которых надо рассмотреть и реализовать программу по переходу с централизованного отопления на индивидуальное газовое. Он затрагивает 7 населенных пунктов. Это первое, населенные пункты Чурапчинского района, Талон, Чурапча, Тора, Кёль, Юрюм-Кёль. Помимо этого, также 2 муниципальных образования, одно из них в Вилюйском районе, село Эбя, и в Горном Улусе, село Бердигистя, где в прошлом году как раз пришел газ. Я рассчитываю, и правительство после проведенных консультаций, переговоров, оценки этой программы, программа была рассмотрена на уровне главы Республики Саха-Якутия Арсения Сергеевича Николаева, что программа при реализации в пилотных населенных пунктах будет успешна, и, соответственно, дальнейшее распространение мы видим на почти 5 десятков населенных пунктов. Это в дальнейшем. На сегодня это, вот, как я сказал, 7 поселений. Какие преимущества будут для граждан с переходом на газовое отопление? Что граждане для себя видят? Первый момент, на что обращают внимание, это как скажется на семейном бюджете и, конечно же, вопрос обустройства своего быта. Вот в те населенные пункты, которые я ездил за эти годы, для населенных пунктов, для жителей это был настоящий праздник, что приходит газ, можно отказаться, например, от печного отопления, но в этом случае программа немножко уникальная, что уже организовано центральное отопление, мы рассматриваем переход на индивидуальное газовое. В чем же эффект? В первую очередь для семейного бюджета это экономия. Экономия на чем? Ключевой момент, который предусмотрен в программе, это субсидирование затрат на переход каждого домохозяйства на газовое отопление. Ведь мы же понимаем, что когда подходит газовая труба к участку, после этого житель несет затраты на строительство газопровода вдоль фасада своего дома, на проведение внутренних газовых труб. Он вынужден ставить котел, занимается вопросами отопления радиаторов, установки счетчика, газовой плиты. Вот как раз расчеты и показали, что для того, чтобы это стало интересно жителям, предусмотреть субсидирование этих затрат. Видим, в каком ключе, что максимальная сумма субсидирования составит порядка 117 тысяч рублей. Это уже выгодно, учитывая от объема затраты, которые жители на те позиции, которые указал, понесут, но не более 75% от понесенных затрат. Далее, мы оценили затраты, которые сегодня каждый хозяин своего дома несет на центральное отопление. И, соответственно, какие эти затраты будут при переходе на газовый. Эта экономия составила, местами в отдельных населенных пунктах даже превысила 6 тысяч рублей по году. То есть помимо того, что субсидируются затраты на переход на газ, еще жители получают выгоду ежемесячной, по сути, экономии, которая складывается уже в тысячи по итогам года. Это первое, самое ключевое, что самое интересное для жителей. Когда мы обсуждали программу с муниципальными образованиями, почему и получили эту поддержку при реализации. Помимо этого, конечно же, это
просто удобство, когда у тебя есть газ, да, и особенно в сельском хозяйстве, на селе, ну, выгоды здесь просто не перечесть, да, от того, что получает каждый хозяин на земле, когда к нему приходит газ. Касаемо самой программы, каковы сроки ее реализации? Пилотная программа, как я уже сказал, затрагивает пятилетний период, 2020 текущий год, да, по 2024 год, соответственно. Что здесь рассматривается? Этот год у нас мы начинаем его реализовать. У нас создан проектный офис в правительстве, который рассматривает вопрос, начиная от финансирования до практических моментов. И вопрос, например, финансирования. Определен у нас региональный оператор, Агентство развития промышленного потенциала, который будет эти средства выделять. Соответственно, сейчас находится на согласовании в правительстве этот нормативный документ. Вопросы, связанные с тем, как прорабатывать списки людей, кому необходимо выделение этих субсидий, чтобы здесь были задействованы муниципальное образование как самих поселений, так и районов, улусов, на территории которых эта программа будет реализовываться. Напомню, это 3 улуса: Горный, Чурапчинский и Вилюйский улусы. Следующий момент, который мы здесь рассматриваем, да, в этом году выделение финансирования, пусть небольшое, немногим более 2 миллионов рублей, но мы планируем в этих рамках, да, уже начать реализацию в 2 населенных пунктах. Соответственно, следующие периоды уже будут, конечно, гораздо сложнее, потому что количество домов, в которых мы должны будем реализовать, будут превышать несколько сотен домов, достигать почти 700 домов в год для того, чтобы мы эти задачи выполнили. Вы вот правильно в начале интервью отметили, что почти 2000 домохозяйств планируется перевести в рамках этой программы. Ну, если быть более точным, мы предварительно оценили 1898 домов. Следующий момент. Нужно будет оценить, да, возможность, какие компании будут осуществлять этот перевод домохозяйств. И самое главное, чтобы людям было удобно получать эту субсидию. Мы рассматриваем на сегодня 2 варианта, что либо через муниципальное образование, либо через компанию. В чем удобство, например, с компанией варианта? Да, то, что ты обращаешься в компанию, которая имеет необходимые компетенции в этом вопросе, соответственно, заключается необходимый договор с участием муниципального образования, регионального оператора. И человек, по сути, ему авансом, да, он заплатив только свою часть суммы 25%, до 25%, он получает у себя уже на участке газ, а компания уже затем получает необходимое возмещение, связанное с затратами, которые они понесли на подводку газа в дом, да, запуск его у хозяина. Оно получает это возмещение из регионального бюджета. Ну, по-моему, очень удобная схема. Второй вариант – это через муниципальное образование, чтобы у людей был выбор: работать непосредственно, провести самостоятельно газификацию, предоставить необходимые документы в муниципальное образование, в поселение, да, где они сегодня живут, и затем, соответственно, передача документов в региональный оператор и последующее возмещение. Вот это все сделано для того, чтобы избежать, возможно, тех ошибок, которые были, чтобы не допустить новых, и чтобы людям было удобно в рамках реализации этой программы. Действительно, очень удобно. Хотелось бы услышать, каковы вообще приоритетные направления в целом газификации районов Якутии? Очень правильный вопрос. Его в последние несколько лет задают на разных площадках. Вот я отмечу, что и депутаты Илтумен активно подключаются к этой работе, интересуются планированием бюджета, то есть не на этапе, когда уже он вносится в государственное собрание, а как раз на ранних стадиях мы отрабатываем конкретные населенные пункты, отрабатываем в целом приоритеты. Что бы здесь отметил? В прошлом году у председателя правительства мы представили предложения по определению приоритетов газификации, и эти предложения были поддержаны. В первую очередь на сегодня это вопросы обеспечения безопасности газоснабжения. Не секрет, что
уже наша газотранспортная система функционирует десятки лет, назрели определенные проблемы, вопросы, и мы сегодня решаем эту задачу, в том числе отрабатывая ее с федеральными органами власти. В частности, это достройка газопровода, участок, называемого КСЛСР, 84-й километр. Его необходимо, в свое время он реализовывался по федеральной программе, и мы при поддержке Министерства энергетики Российской Федерации ведем работу о включении его в программу развития Дальнего Востока с выделением необходимого финансирования. Есть еще ряд участков, которые мы определили с участием и газовых компаний, и муниципалитетов, специалистов этой отрасли. Второй пункт, который бы здесь я обозначил, это реализация совместной программы с ПАО «Газпром». Вы знаете, что с приходом «Силы Сибири» в республику, с запуском в декабре 2019 года были созданы все предпосылки, чтобы газификация коснулась новых, дополнительно 30 населенных пунктов. Соответственно, есть определенные обязательства, потому что была подписана программа газификации республики вместе с ПАО «Газпром», и в рамках ее мы должны предусмотреть средства в государственном бюджете. И вот как раз недавно заявка от Министерства промышленности была направлена на финансирование этих задач. Уже сегодня идет разработка проектно-сметной документации по 2 населенным пунктам, но задачи серьезные, в целом 30 населенных пунктов. Следующий момент, третья позиция, если говорить о приоритетах, это вопрос завершения ранее начатой газификации. Потому что у нас в отдельные населенные пункты газ уже пришел, вот как на примере той программы, перехода с центрального отопления на индивидуальное газовое. И необходимо эту газификацию, соответственно, завершить для того, чтобы в том числе и бюджет начал экономить свои средства, потому что пришел газ, а у нас продолжает в том же населенном пункте работать, например, котельные на угле, либо более дорогом нефтяном топливе и так далее. Кстати, эффект от этой программы, раз сегодня начали, с этого наше общение, просто хотел бы сказать, затратив на субсидии, на реализацию программы 227 миллионов рублей, буквально эффект уже будет сказываться со 2-го года реализации этой программы, а по итогам пятилетки мы начнем получать бюджетные эффекты в экономии более 1 миллиарда рублей. Вот это говоря о тех задачах, к чему ведет газификация, и как говорится, почему ее можно и нужно поддержать, что она затрагивает интересы и граждан, и республики, соответственно. И, конечно же, следующий приоритет – это продолжение строительства газовых сетей в населенных пунктах, которые были предусмотрены программой газификации, которые расположены на близком расстоянии от газопроводов, которые сегодня проложены в республике. Вот основные приоритеты. А если говорить в процентах, какая часть населенных пунктов уже обеспечена газом и теоретически еще может быть газифицирована? Хороший тоже вопрос, как и все предыдущие. Вот у нас на сегодня газификация составляет, газ пришел в 103 населенных пункта, либо в 10 муниципальных образований. А вы знаете, что в целом у нас более 600 населенных пунктов, то есть, получается, порядка 10% поселений затронуто на сегодня. Но при реализации вот этих масштабных задач, и они, конечно, растянуты во времени, есть краткосрочные задачи, среднесрочные, долгосрочные, и в том числе от эффекта, который осуществляет, мы получаем при приходе газа, и затратах, конечно, которые необходимо понести. Мы видим, что еще дополнительно более 300 населенных пунктов могут быть включены в программу газификации, могут быть газифицированы. И вот на сегодня такой момент бы хотел сделать на нем акцент. Сегодня у нас уровень газификации достиг 33% по республике. Много ли это мало? Я отмечу так, что до настоящего момента республика один из немногих субъектов во всей нашей стране самостоятельно реализовывали эту программу.
Вот сегодня у нас появился надежный партнер в лице компании «Газпром», который создает предпосылки увеличения на треть количества населенных пунктов, в которые придет газ. Одна из проблем, которая сказывается на темпах работ по газификации, всегда являлась нехватка финансовых средств. Как к этой работе привлекаются крупные корпорации, работающие на территории Якутии? Да, действительно, затраты на газификацию, они серьезные. Не всегда мы получаем именно экономический эффект, переход на безубыточность. Почему? Да, потому что территория республики очень большая, и затраты на газификацию очень существенные. И населенные пункты могут быть распределены по одной даже территории, дома внутри одного населенного пункта. Поэтому, по сути, газификация в Якутии – это социальная задача. И мы прекрасно понимаем, и наверняка у вас есть друзья, товарищи, родные, которые живут на селе, что такое приход газа. Когда человек сегодня, если отапливается, например, домашнее хозяйство углем, он вынужден каждые 2 часа просыпаться в наши зимние стужи, холода и подбрасывать уголь в печку. А когда приходит газ, соответственно, все остается вопрос только технического обслуживания и контроля газового оборудования. Вот это, говоря об эффекте, когда говорят экономика и социальные вопросы, это эффект, который дает газификация. Поэтому, если говорить о том, что внимание крупных компаний, я уже сегодня говорил об этом, но тогда сделаю еще раз один акцент. Компания «Газпром» при заходе в республику, соответственно, взяло на себя обязательства по строительству верхней, скажем так, части газопроводов. Это, соответственно, отводы от магистрального газопровода «Сила Сибири», строительство межпоселковых газопроводов для 30 населенных пунктов. Соответственно, для республики затраты на газификацию этих населенных пунктов существенно снижаются. Следующий момент – это компания «Алроса». Соответственно, в 2019 году было подписано соглашение о газификации города Удачнинского ГОКа. Компания видит для себя положительный, значимый экономический эффект. Мы видим, конечно же, эффект для республики, в первую очередь социальный, возможность газификации Удачного, поскольку будет построен магистральный газопровод до этого населенного пункта. Сейчас мы прорабатываем с отдельными компаниями при рассмотрении объектов, которые они рассматривают в разрезе социального партнерства с регионом, что, может быть, в том числе рассмотреть, обычно смотрят, например, строительство ДК, еще каких-то объектов, а может быть, интересен будет, тем не менее, вопрос газификации. Затраты могут быть сопоставимые, эффект, он тоже будет очень значимый для населения. Я думаю, это выгода от этого понятна каждому человеку в нашей республике. Немного поговорим о ситуации в столице региона. Власти Якутска заявляли о необходимости разработки муниципальной программы газификации, которая бы способствовала решению проблемы дефицита пропускной способности сетей. Как продвигается эта работа? Скажу, что мы действительно инициировали в свое время это диалог. И, кстати, отдельно слова благодарности депутатам Государственного собрания ЛТУМЭН, на площадках которого в 2019 году состоялось обсуждение этой проблемы. Она действительно назрела, есть вопросы дефицита. Мы на тот момент с городом как раз оценили затраты, которые необходимо ежегодно предусматривать в бюджете, но понятно, что для того, чтобы предусматривать средства, необходимо точное понимание этих затрат. Для этого необходима разработка, соответственно, проектно-сметной документации. Я как пример отмечу, что мы отрабатывали со всеми 103 муниципальными образованиями республики о том, чтобы они предоставили нам, соответственно, схемы газификации населенных пунктов. В декабре, к сожалению, предоставили нам не все, и у нас в нашей программе учтена только 71 схема. Только 71 схема. Мы, соответственно, сейчас эту работу
продолжаем для того, чтобы при очередном внесении изменений в государственную программу все-таки там оказались все населенные пункты. Чем это важно? Это важно, когда есть конкретное поселение в государственной программе, да, есть схема, соответственно, проектно-сметная документация. Мы можем планировать конкретные средства и приоритеты расставлять, потому что можно на одни и те же средства, да, затраченные, чтобы газ пришел, допустим, либо в 5 домов, либо в 50 домов. А именно наличие схемы и понимание средств затрат позволяет сделать такой вывод, да, и принять правильное, эффективное решение. Почему? Потому что в свое время, в частности в 90-е годы, начало 2000-х, газификация местами велась хаотично, люди прокладывали трубы без учета интересов и будущих потребностей. И сегодня, когда сталкиваемся с этой проблемой, не обходится, по сути, ни недели для того, чтобы не поступило несколько обращений от граждан о газификации их домов. Когда у соседей газ есть, а у них нет, и они задаются справедливым вопросом, почему им было отказано в газификации. Ведь у соседей газ есть, но здесь как раз встает и возможность дефицит газа, да, дефицит пропускной способности газопроводной системы. АГРС, соответственно. И вот это вот все как раз позволяет схема газификации учесть и рассчитать необходимые затраты, оценить диаметр трубы, который должен приходить, мощность станции, да, и так далее, и так далее. Поэтому я надеюсь, что и руководители муниципальных образований нас слышат, да, и ответственные сотрудники в муниципалитетах, чтобы те, которые еще не предоставили, эту работу завершили. По городу Якутску, что бы я хотел отдельно сказать, в июне этого года заключен муниципальный контракт. У них на разработку схемы газоснабжения низких газопроводов на 2020-2022 годы. И, соответственно, это позволит нам те проблемы, которые обозначил, тоже успешно решать. Затраты мы сегодня уже заявку также в Министерство экономики направили. Единомоментно, к сожалению, да, при учете тех проблем, 10 районов республики, в которых уже газ пришел, их там тоже надо решать, вопросы безопасности. Мы видим, что ежегодно нужно выделять от 40 до 50 миллионов, чтобы закрывать проблему дефицита по городу Якутску. Это, конечно же, сегодня приоритеты, да, это Марха, с учетом и строительства, которое там развивается. То есть надо учитывать не только текущие проблемы, но и вопросы предстоящего строительства. И обращения граждан оттуда не зря были, да, и многочисленные, они были резонансные, конечно же. Вопросы, связанные с газификацией по Покровскому тракту, мы тоже видим там приоритеты вместе с городом, поэтому рассчитываю здесь на конструктивную позицию всех сторон, которые принимают участие в обсуждении этих задач, чтобы действительно средства начались выделяться, и мы с вами начали решать эту назревшую социальную проблему. И последний вопрос. Потребителей всегда волнуют цены на газ. Будут ли пересматриваться тарифы в ближайшее время? Пересмотр тарифов, он осуществляется ежегодно. Связан он с затратами, которые несут компании, которые занимаются газификацией, обслуживанием газопроводов. И вы понимаете, стоят вопросы и индексации заработной платы. Растут в ценах трубы, которые используются при газификации. И идет изменение газового оборудования, потому что сегодня высокая доля автоматизации, да, и изменение цены здесь тоже идет. Поэтому на самом деле только с этим-то и связана история с индексацией. И, конечно же, не в последнюю очередь, да, и, наверное, в первую, это вопрос амортизации. То, что построенные газопроводы, они требуют ремонта, они требуют замены. И именно это все и ложится в основу цены на газ. Но при этом, когда, опять-таки, это все обсуждается на региональном уровне, тарифы согласует Федеральная антимонопольная служба, которая проверяет все цифры, которые ей предоставляют компании, заявляющие на моменты, связанные с индексацией. Я бы какой акцент хотел сделать? Да, вот мы начали с этого разговора. Я хотел бы подвести в конце, еще раз, да, сделав акцент на этот момент, что тем не менее при центральном отоплении, и газовом отоплении для населения есть значимый экономический эффект от использования именно газа.
Тарифы индексируются по всем направлениям. И при центральном отоплении, будь ли он на угле организован, на нефти, да, и на газе. Но сегодня экономический эффект населенные пункты и, самое главное, жители, я думаю, ощущают, к которым пришел газ. Максим Викторович, спасибо за интересный разговор. Спасибо вам. Надеюсь, мы будем их продолжать и дальше. Спасибо. А я напомню, о переходе с централизованного отопления на газовое мы говорили с министром промышленности и геологии Якутии Максимом Терещенко. Это было актуальное интервью. Оставайтесь на Якутии 24.